к мысу радости, к скалам печали, к островам ли сиреневых птиц. Все равно, где бы мы не причалили, не поднять нам с тобой ресниц. Он родился 26 октября 1938 года в городе Красноярске. После школы поступил в ВГИК и в 1971 году его закончил. С 1968 по 1973 годы он работал на киностудии «Беларусьфильм», а в 1980 году пришел на белорусское телевидение. Его принимали на работу и увольняли. Один из лучших его фильмов пролежал на полке 20 лет и потом снова вернулся на теле- и киноэкраны. Он был вынужден в течение 15 лет работать на киностудиях других республик нашей необъятной когда-то страны. Он прошел через все, через запреты, скандалы, признания и непризнания. Его фильмы критиковали и награждали премиями, призами на всесоюзных и международных кинофестивалях, а в 1986 году он был удостоен Государственной премии БССР за цикл кинофильмов, посвященных жизни и судьбе выдающихся деятелей национальной белорусской культуры. В интервью по поводу присуждения премии он сказал: «Без души и сердца любая интерпретация ничего не принесет. Да в этой жизни вообще без души и сердца ничего не стоит делать, но ведь сердце иногда болит, оно не камень, оно не всегда выдерживает боль. Его сердце не выдержало боль. Сердце человека, кинорежиссера, кинодокументалиста Игоря Коловского». Хатынская история началась с того, что он познакомился с Адамовичем Олесем. Они как-то сразу полюбили друг друга. У них вот были тоже очень тесные дружеские отношения и творческие. Вот. Я помню, у Адамовича еще даже не было книги про Хатынь. Поехали собирать материал, как это говорится, в кино. И вот встречали этих жителей деревень сожженных, кто остался, и записывали интервью на этом еще таком допотопном этом магнитофончике. Вот. Потом приезжали, все это переписывали, перепечатывали. Вот, в принципе, из этих воспоминаний сложился фильм. А судьба этой картины очень печальная.
Я помню эти безумные худсоветы, эти безумные закрытия. А претензии были, вот сейчас нам даже смешно говорить об этом, претензии ставилась, вот единственный житель Хатыни Каминский, Иосиф Каминский был. Игорь его снял, ну, надели чистенькую, в клеточку рубашечку, он такой, ну, совсем же старенький, возле окна там в этой хатке сняли. Почему не надели костюм? Снимали в Хатыни самой. И у Игоря эти девочки маленькие еще были. Здесь они жили. И они гоняли мячик по этим ступенькам. Яркий мячик, эти две близняшки в красненьких пальтишках симпатичные. Это кощунство, что дети играют в мячик на могилке. Хотя Игорь доказывал, что это не могила, это мемориал, это память. И тем более это было взято не просто так, вот он захотел девчонок своих снять и бросил мячик. Ему Брыль рассказал о том, что он опознал своего сына в общей могиле по мячику, с которым он играл, и вот в руках был мячик. Вот поэтому у него вот этот образ и создался. У нас даже здесь в гостях был Алексей Герман, который сказал, что это великое произведение, что это фильм «Разведчик», что за творческую там смелость, ну, потому что это действительно героем надо было быть, чтобы вот отстаивать тогда эти права. У меня много документов, протоколов всяких, как его выселяли из квартиры, как его выгоняли со студии, как ему министры говорили, что волчьи билеты ни на одну студию, чтобы не брали. Это было, все это было. И поэтому какое сердце могло выдержать это все? Государственную премию БССР он получил за фильмы, посвященные Янке Купали, Максиму Горецкому, Максиму Богдановичу и Петрусю Бровке. Почему именно они, почему именно о них он сделал эти фильмы? Дело в том, что его знакомство с белорусской культурой, литературой начиналось с произведений этих писателей и поэтов. Он любил их. Он изучил их биографию, их творчество, их жизнь и судьбу. И вместе с Арсеном Лисом, Романом Тармолой, Анатолием Вилюгиным и Георгием Колосом задумал создать цикл фильмов. И эту задумку осуществил. У него были и другие фильмы, очень разные, их было много. Это были портреты передовиков производства, отчеты очередному съезду КПСС и так далее. Но не надо забывать, что он был кинорежиссером-документалистом, и его главная работа была создавать кинодокументы. Все, что цепляло душу, бередило сердце, это уже было другое. Это были совсем другие фильмы. Фильм «Хатынь. 5 километров» пролежал на полке 20 лет. Почему? Потому что он был снят нетрадиционно. В нем не было дозированной боли, торжественной скорби. Потому что в этом фильме была обыденная жизнь на фоне тех мест, где жизнь была выжжена войной. Поступила четкая команда смыть фильм, то есть уничтожить, но он был каким-то образом спасен и оказался в фондах Государственного архива кинофотофонодокументов. И в 1988 году Игорь Коловский на традиционном творческом смотре «Беларусь фильма» киностудии «Беларусь фильм» получил специальный приз жюри за гражданскую смелость в раскрытии темы Хатыни в белорусском документальном кино. Вот ведь как бывает, а ведь могло быть совсем по-другому.
фильмом «Хатынь 5 километров» связана еще одна интересная история. Дело в том, что до того, как он попал на полку, он был послан в Оберхаузен. А Оберхаузен – это традиционное место в Германии проведения международного кинофестиваля документалистики. И там он получил приз и диплом. Но Коловский об этом не знал, узнал гораздо позже. Диплом был прислан на его фамилию на киностудию «Беларусьфильм». Его спрятали и через некоторое время обнаружили в куче мусора и вернули кинорежиссеру. Было и такое, и это надо было пережить, переболеть сердцем. Я перейду сюда, чтобы глаза ваши были лучше видны камеры. Добре. Так получилось, что большинство фильмов, которые Игорь снимал в Минске, я работал с ним. Я снимал вместе с ним. Он был интересен. Он отличался в корне от многих режиссеров, документалистов, которые в то время работали вокруг нас. Отличался он многими качествами. Многими качествами. В первую очередь, это интерес к личности героя, которого он мог найти для фильма. Это была необычная форма подачи этого материала. Он удивительно был мастер монтажа. В кинематографе чрезвычайно важный момент – монтаж. Это профессиональный термин, и он не сводится только к склеиванию отдельных кадров. Из них рождается определенный образ, ритм, отношения, так сказать, и выразительность фильма. Но в сочетании с использованием и изображения, звука и ритма у него это всегда получалось лучше, чем у других. Он умел создать напряжение, что давалось далеко не многим. Он умел создать этот нерв, эту обостренность. Очевидно, у него была в какой-то мере оголена душа, потому что он слишком остро воспринимал окружающее. И это выражалось и в том, как он снимал, и в том, как он монтировал, и в том, как озвучивался, как он работал с актером, каких интонаций он добивался, что он хотел в конечном итоге сказать своим фильмом. И не случайно, когда уже он был прикован к постели своим недугом, не случайно. Ему хотелось себя выразить в какой-то форме уже другой, в литературной. Он стал работать над сценарием трансплантации души. Трансплантация души – это название образное, несомненно. И, естественно, можно многие органы пересаживать, но душу нельзя. Каким он был человеком, я спросил об этом у его жены Елены Анатольевны, и она произнесла только одно слово – порядочным. Внешне он был очень красивым, сильным, спокойным и взрывался только тогда, когда уже больше не мог терпеть пустых разглагольствований о творчестве, унижении и оскорблении. Да, он был таким, он был непростым, но и его часто ставили в непростые ситуации, в непростое положение. Тогда он все бросал и ехал в Москву, в Ленинград, в Тулу, в Среднюю Азию и снимал фильмы «Таджикская сюита», «Ленинграда», «Белый стих», и эти фильмы получали премии и призы на международных и всесоюзных фестивалях, а его лучший фильм лежал на полке. И ведь это все надо было тоже пережить. Двигайся!
Мы снимали фильм о Купале, там было очень много интересных поездок. Я как-то говорю Игорю: Игорь, а ведь Купала — это же белорусский национальный поэт, гений белорусской литературы, а ты языка не знаешь белорусского. Он говорит: старик, все будет нормально. И потом я увидел у него в руках был такой юбилейный фолиант, избранные стихи Янки Купалы. И он с этим сборником не расставался нигде. В поездках, в машине, в автобусе, в гостинице. И вот начались сдачи фильма. Причем приезжал на прием фильма Кузьмин, секретарь ЦК по пропаганде, Антонович и Снежков. В фильме там был такой эпизод. Купалу, он был эвакуирован в Казань, к 60-летию его со дня рождения вызвали в Москву, чтобы наградить его орденом Ленина. И вот это официальная хроника. Всесоюзный староста Михаил Иванович Калинин награждает деятелей культуры и литературы орденами. И среди них, значит, наш поэт Янка Купала. И на экране ясно видно, что у Купала очень странное выражение глаз. У него какое-то затравленные совершенно глаза. И когда Антонович это все увидел, он говорит: вы знаете, давайте эту хронику уберем, она тут ничего не дает. Мы можем спокойно, фильм ничего не потеряет, если ее здесь не будет. Но вот тут вот Игорь Васильевич Коловский, он знал, потому что спустя какое-то время Янка Купала погиб при странных обстоятельствах достаточно. Его, значит, началась борьба, и было 5 или 6 сдач, и Коловский все-таки отстоял, и, по-моему, Геннадий Николаевич Буравкин его в этом поддержал, они отстояли вот эту хронику, этот сюжет, этот эпизод. И я так с удовольствием отметил про себя, что действительно вот это режиссер, это позиция, это человек. И все-таки ты приехал, отец. Нет, Максим, не приехал я. Поэтому всю жизнь оправдываюсь перед людьми и собой. В 1985 году умер отец Игоря Васильевича Коловского, и он улетел в Красноярск на похороны. Там у него случился инфаркт, он долго лечился, но, к сожалению, окончательный диагноз был неутешительным – конгестивная кардиомиопатия. Требовалась пересадка сердца. Такую операцию можно было сделать тогда во Франции за 360 тысяч франков. Потом появилась возможность сделать операцию по трансплантации сердца в Чехословакии. Он поехал в Чехословакию, его подлечили, он хорошо выглядел, неплохо себя чувствовал. Была договоренность, что операцию сделают в Чехословакии, и то, что будет делаться, то есть его операция, будет снята на пленку нашей белорусской киногруппой. Так договорились. Это были его планы, это были планы киногруппы и планы врачей, но, к сожалению, наши планы часто не совпадают с планами нашей судьбы. И то, что совершается по воле рока, бывает внезапно жестоким и совершенно неожиданным. В ночь с 7 на 8 января 1989 года Игоря Васильевича Коловского не стало. Ему было 50 лет. Потом, после его жизни, фильм, который он задумал, «Трансплантация души», будет закончен его другом Людом Гидрявичесом. Он посвящается памяти Игоря Коловского. Все время шел на творческий риск.
он все время дерзал. Взяв одну какую-то планку, ему хотелось сразу брать уже следующую, ему скучно было оставаться в найденном пространстве. Когда он сделал несколько первых музыкальных фильмов, ему захотелось сделать фильм о Машерове. Думаю, что у них был один состав крови. Вот у первого секретаря ЦК КПБ и у документалиста Коловского. И причем он хотел его показать не трибунным, не, так сказать, застегнутым на все пуговицы, а человеком. И начал зондировать это дело, но, к сожалению, в партийных кругах существовал негласный закон. Можно было снимать только либо генсека, либо секретаря райкома. Он снял фильм о Машерове. К сожалению, это уже был фильм «Реквием». Более 2 суток он не выходил из монтажной и сделал фильм. Пусть там и были официозные вещи, но он постарался выбирать какие-то эпизоды теплые, эпизоды человеческие. И через полчаса после того, как фильм закончен, он пошел в эфир. И вы знаете, это была такая зрительская благодарность, которую, может быть, Игорь не знал до сих пор. Игорь – тот документалист, который оказал очень мощное влияние на всю телевизионную документалистику. И я думаю, что это ему зачлось и на том, и на этом свете. Желай, не прокрутишь назад отснятой судьбой киноленты. Что было, то было, а что будет, кто знает. И мелькают на этой киноленте кадры, лица, города, события, встречи, разлуки. Ведь это наша жизнь промелькнула, прошла. Все проходит, это правда. Но все не проходит бесследно, и это тоже правда. А если ты живешь сердцем, то и горе, и радость, разлуки, и счастье любви, и боль — все оставляет следы на сердце, а сердце не камень. Иногда оно не выдерживает, именно потому, что оно не камень. Все равно, где бы мы не причалили, к островам ли сиреневых птиц, к мысу радости, к скалам печали. Не поднять нам усталой
без